Вам понятна позиция, да? Да, понятно. У вас есть вопрос? Один вопрос можно? Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, в рамках доследственной проверки лицо, подозреваемое лицо, да, может быть допрошено в качестве свидетеля. Так предусмотрено нормами процессуального законодательства. В отношении свидетеля может быть выставлена сторожевая карточка на запрет на выезд. В отношении свидетеля сторожевая карточка не выставляется, так как он как бы статус свидетеля не позволяет ограничивать его въезд-выезд. Если лицо еще не было допрошено в качестве свидетеля, в отношении такого лица, предполагаемого, что он будет допрошен в качестве свидетеля, выставляется сторожевая карточка? Ну, учитывая, насколько это это останется на статусе свидетеля, может быть, в дальнейшем это уже будет не свидетелем, а подозреваемым, возможно, поставить, насколько мне известно, на информирование в случае, если свидетель попытается покинуть территорию республики. На информирование, но никак не на ограничение выезда, чтобы могли проинформировать, что такой-то человек собирается покинуть пределы заранее. Как заранее? Человек, когда переходит границу, Там сторожевая карточка выставляется, если уже в отношении него предъявлено обвинение, уже объявлен розыск, и в случае... А на практике как? Ну, на практике, насколько мне известно, то там выставляют на информирование. В случае, допустим, если человек уже пересекает границу, звонят, говорят, то, что вот человек, допустим, такое-то, такое-то лицо пытается выехать за пределы. Ну, насколько я знаю, что интервал времени до вылета, допустим, если даже час есть, то за этот час успевают сотрудники съездить, допустим, тот же в аэропорт или в пограничный этот пункт, чтобы принять меры. Предотвратить выезд? Какие меры можно принять? Ну, то есть причины выезда, допустим, хотя бы на месте выяснить, для чего, с какой целью. Хорошо. У вас есть еще вопросы? Нет? Самат Кыштыбекович, у вас есть вопросы к представителю ГК? Вопросов нет. Уважаемые коллеги, у вас есть вопросы? Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вот были ли случаи, когда судья приглашался в качестве свидетеля? Вот до следственной проверки. До следственной проверки после сложения полномочий или на момент? Нет, на момент. Насколько мне известно, нет. Нет, да? Да. И тогда еще один вопрос. Вот приходит заявление, вы его регистрируете в ЕРП. В какой момент сообщается генеральному прокурору, что есть материал на судью? Ну, это согласовывается с надзирающим прокурором, ставив его в известность, что имеются материалы, но если такой судья нет, то это же надо еще установить, поэтому все это согласовывается еще на стадии регистрации. То есть до регистрации, то есть эта информация уже может быть доложена надзирающему прокурору? Так как, да, чтобы согласовать, по какой статье регистрировать. Вот. Все, спасибо. У меня к вам один вопрос. Вот в продолжение предыдущего вопроса. Ну, мы знаем, скажем так, что люди, даже которые, ну, субъекты, которые подозревают в совершении преступления, они первоначально могут быть допрошены в качестве свидетеля, поскольку, ну, человеку еще не предъявлено обвинение. В отношении судья вот вообще допрашивался в практике или вообще это допустимо? Допрос судьи, который подозревается в совершении преступления, в качестве свидетеля в рамках доследственной проверки. Вопрос понятен, да? Понятен. Насколько мне известно, на практике только после получения разрешения Совета судей, а также уведомления с Генеральной прокуратуры, только после этого судью вызывали на допрос. Все, спасибо. Присаживайтесь.